Дорогой Рауль Мирсаидович, от имени штаба «Татар Москвы», от себя лично, от всех наших аксакалов, которые очень хотели приехать сегодня сюда на юбилей, но, сами понимаете, побоялись, есть осторожность сейчас у нас повсеместная. Поздравляю вас с юбилеем, с прекрасной, красивой датой, которая вам очень идет. Желаю вам от нашей организации здоровья крепкого, счастья, приятных, счастливых моментов каждый день, желание улыбнуться, желание открыть любимые книги, посмотреть любимые фильмы, пообщаться с теми людьми, которые вам дороги. Крепкого здоровья, замечательного самочувствия и хорошего вам настроения. Большое спасибо. А я еще хочу спросить, как начался ваш сегодняшний день? Как вы его провели? Вечер начался, естественно, с волнения. И прежде всего, придут ли люди или нет, потому что действительно сложная эпидемиологическая обстановка. Но, тем не менее, люди пришли, и дату нельзя не отметить. Да. Действительно высокая дата, до следующей круглой даты при такой обстановке медицинской. Да. Сложно на что-то рассчитывать, поэтому хотелось и увидеть, и себя показать. Так что я рад, что отмечается в таком прекрасном татарском доме культуры, и счастлив, что меня будут поздравлять мои соплеменники. Были ли звонки с родины, из Мартука, из Казахстана? Как там отмечают ваш праздник? В Казахстане, по-моему, начали отмечать еще вчера. Так. Во-первых, они меня хорошо поздравили. Вот здесь на вечере их поздравления. Ответили меня медалью за заслуги перед Актюбинской областью. У них такая государственная награда есть. И очень много теплых слов и звонков. Я уже думал, я уже тоже там давно не был из-за этой обстановки, но эти звонки из Мартука, из Актюбинска, естественно, ободряют меня тоже. У вас там есть музей, правильно? Да. В Мартуке. Есть улица, названная вашим именем. Я так понимаю, что наверняка у вас и звание почетного гражданина Мартука, да, есть? Нет, Казахстана у меня. Казахстана даже, да. В музее наверняка почитатели вашего писательского таланта тоже каким-то образом отмечают такую прекрасную дату. Очень хотелось бы увидеть фотографии, наверняка пришлют вам. Знаю, что в самом музее есть и картины, которые вы подарили музею, правильно? Да. Да. Живопись, которую вы собираете, какая для вас роль художественного творчества, живописи и искусства, какая роль у этого прекрасного феномена нашей жизни в вашем писательском творчестве? Это как-то соприкасается? Конечно, одно с другим. Писатели часто включают в свое хобби, свою любовь к чему-то в свои произведения. Надо сказать, что первую картину я купил в 1961 году, а первый рассказ я написал в 1971 году. Это большая разница, 10 целых лет. Живопись – это моя самая большая страсть, у меня очень большая коллекция. Есть ли ей место в ваших произведениях? Конечно, безусловно. Во-первых, вы были у меня, делали большую работу обо мне. Видите, у меня даже в коридоре картины висят. Конечно, мне уютно писать, наверное, кто-то под музыку пишет. Я люблю смотреть на свои любимые картины, поэтому это для меня антураж меня вдохновляет. Живописью необъяснимая страсть, непонятно, откуда она ко мне пришла. Скорее всего, я из первых довоенных фильмов, в любом фильме, на любой разворот камеры на 10-15 градусов висела картина. И я тогда же еще, сидя на полу в колхозной такой, даже это кинотеатром назвать, говорил себе, вырасту, у меня будут в доме картины. Это сбылось.
Спасибо вам большое. Я знаю, что вот-вот начнется ваше мероприятие, ваш юбилей прекрасный. И я желаю, чтобы этот вечер прошел душевно, красиво, и чтобы вы получили от этого... Спасибо. Kitapların kübisинче орысча окуп битирдим инде. Аны мен 20 ел белән элек безнең газетта Ватандашлар газетында наши соотечественники аның әсәрләрен без бастыра идек. Вот, шуннан бирле мин үзе белән таныш и аның әсәрләрен дә укып киләмен. Әле инде менә бу юбилейга безнең бу Татар дөньясы газетасы чыккач инде 2 ел аның белән аралашабыз. Мин алар газетны юнә итеп бирәмен. Вот, в общем, Раулевой это гигант, это целый комплекс. И джаз, и балет, и театр, и меломан, и историк. И главное, он такой мобильный, общительный, такой четкий. Вот. Качан шаяртып мин аның белән исәнләшәм. Мәтәм исәнмесез шустрый малай, хотя 8 яшендә булса да, потому что у него какая-то вот такая энергия, шундый толы дөньялы, толы дәртле, и он такой темперамент аның зур. Да. Вот. Әле вот Рүзәл Мухаммедшин аның зор мемуарлар китабын тәрҗемә эшләгән. Вот. Анда 900 биттән тора, зор формат китап. Вот. Әле урысчасы да бар, татарчасы да бар. И главное, теге бик матур оформлено. Аның иллюстрацияларын аның коллекциясындагы булган картиналардан художникларның рәсемнәре чыгарылган. Это просто вот книги на высшем уровне. И вообще он всегда привлекает вот больших мастеров, что переводчиков, что художников, и что он общается с людьми именно вот такого высокого, такого глубокого ранга дигән шикелле. Алар белән общаться ителгәч, ты глубже становишься, тирәнрәк булып китәсең. Ә инде вот әле мин укырга тотындым татарча тәрҗемәне. Это без бит Мәскәү татарлары саф татар теленә мохтаҗ. Аның әсәрләрен укырга тотынгач, как будто вот син диңгездә океанга сумасын татар сүзләренә. Шундый саф. Вот. И главное получается, русчасы да яхшы, татарчасы да тоже, это получается уже полное наполнение, уже просто вот толып китәсен. И хочется, чтобы үзгәләр дә укысын, яшьләр дә укысын. И безнең зор задача, чтобы книги, бумажные произведения, записи вот не пропали, потому что электронные әйберләр алар это хорошо, но китап ведь самый кадерлі зат, потому что самое ценное, что создало человечество, это книги и литература, да. Бик күптән инде аны мин төгәл ялан хәтерләмим, ләкин 25-30 ел бардыр. Чөнки аның яшәрен түгел, сер түгел. Без Раул әфәндегә һәр вакыт сокланып яшәдек, чөнки аның китаплары безнең Татарстанда күрелмәгән тираж белән басыладыр. Анда фәләншәр 100 000 тираж, 1 миллион тираж без ишетеп торабыз. Раул абыйның китаплары 5 миллион чигенне үтеп киткән икән фәлән. Һәм безгә әлбәттә ул кызык кына түгел, көндәштәрә, аны яшереп торасы юк бит инде. Шуңа һәм бик күп чит телләргә тәрҗемә ителде. Кызыгадыр, көндәшәдер. Безнең қолдан килмәде дип инде. Шуңа безнең өчен үрнәк булды. Ул шулай булып кала да, әле бүген безнең татар язучылары, исән татар язучылары арасында аның тиражына, аның санына җиткән кеше юк. Китапларны андый санда чыгарган. Мин тинак кына әйтеп куям инде, минем бер китап Татарларның ватан сугышы дигән китап 12 телгә тәрҗемә ителде. 1,5 миллион тираж белән чыкты ул 12 телдә. Ләкин бит Раул абыйга караганда бик 10 тапкыр кимрәк. Шуңа әлбәттә көндәштерә. Теге барбар бит язучы кеше инде үзенең әсәрләре чит илдә дә күрсәтәсе килә, чит халыкларга да, аеруча тарих буенча. Безнең тарихны, татар халкының тарихын чит илдә белмиләр. Чит телгә тәрҗемә итү юк. Шуңа күрә ул безнең өчен бик зур югалту, бик зур аяныч. Менә бу өлкәдә эшләгән кешеләр юк.
Скажите, пожалуйста, вы как мастер, как писатель, какие видите проблемы в татарской литературе сейчас? Самая главная проблема, чтобы у нации была своя влюбленность, преданность своей нации и гордость своей нации. Человек должен знать пусть не на профессиональном уровне, но хотя бы поверхностно, очень хорошо должен знать историю. Если человек не знает историю, он утонет, как в болоте. Его засосет там и другая нация, в спорах не сможет победить, не сможет отстоять, кто такой Мусат Джалиль, кто такой Габдулла Тукай. Это в Европе, когда оказываешься, мне посчастливилось в 7 странах Европы побыть. Например, у меня спрашивают, а кто такие татары? А мне в пример приводить надо. Кроме Джалиля и Тукая, я кого могу назвать? Вот такая обида всегда ловит тебя, когда оказываешься на такой критической ситуации. Поэтому надо знать. Мне очень обидно, что наших великих ханов, которые раньше, основатель Казанского ханства Улуг Мухаммед, его не знают за рубежом, не знают в восточных странах, не знают, например, в среднеазиатских странах, в Азербайджане не знают. Мне обидно, что татарский народ не возвеличивая этих героев, не пропагандируя их, не издавая про них книги, фильмы, документальные фильмы, не распространяя их во многих странах, теряет свое величие. Поэтому нас не знают. Мне это обидно. Человек, не зная, кем был его дед, прадед, он быстрее откажется от своей национальности. Он не будет отстаивать. Будут говорить, наше требование, чтобы ты записался россиянином, вот он и пойдет по поводу. А кто знает отлично, из какого рода он произошел, кто его прадед или там на 7-м колене, кто у него дед, он не предаст свою. Если любишь свою мать, любишь своего отца родного, ты и язык предавать не будешь. С Раулем Мирсаитовичем мы знакомы уже, наверное, второй десяток лет. Часто здесь встречались, особенно в этом здании. Это известный писатель, один, наверное, из наиболее известнейших писателей татарских, не хочу сказать Татарстана, именно татарских писателей, потому что он родом из Казахстана, жил в Средней Азии, и потом продолжил свою творческую биографию в Москве. Рауль Мирсаитович пишет на русском языке, и это делает, в общем-то, достаточно доступную его литературу широкому кругу читателей, не только татарам, но и всем, потому что его романы такие остросюжетные, злободневные, особенно зачитывались ими в 70-е, 80-е годы, когда жанр детектива, где-то политического детектива был, так сказать, на слуху. И, в общем-то, может быть, он тогда в своих произведениях предрекал опасности, которые могут постигнуть нашу страну, вскрывал язвы нашего общества. Но, к сожалению, в общем-то, наши недруги в определенной степени победили. Те, как говорится, предсказания и предостережения, они, в общем-то, может быть, не воплотились до конца в жизнь. Но, тем не менее, и все, что он написал, оно и актуально и сейчас. Это действительно очень разносторонний человек, очень человек такой энергичный, очень плодовит. У него более 30 книг написано на разные темы. И много из них переведены на языки народов России, народов СССР. Начал он свою биографию творческую в Средней Азии. Сначала он был по образованию инженер, а это, в общем-то, имеет определенное значение, накладывает отпечаток на личность, потому что, мое мнение, что инженеры — это люди системные, поэтому у них все, как говорится, разложено по порядку, они, в общем-то, обладают понятием причинно-следственная связь. Он проработал инженером-строителем, затем он, в общем-то, увлекся литературой, занимался спортом, достиг, в общем-то, больших успехов в определенных видах, даже был мастером спорта. Но основная его муза — это литература. Хотелось бы, наверное, чтобы часть его замечательных романов, остросюжетных, сейчас и на телевидении появилась такая тенденция делать фильмы ретро из эпохи советских времен, про
«Мосгаз», вот сейчас идет сериал, и другие. Тоже, может быть, его романы могли бы тоже занять достойное место среди этих фильмов. Да, это должно быть. Должна быть, они должны переиздаваться, должны читать люди. К сожалению, вот молодежь наша не очень читает. Хотя, говорят, они читают в электронном виде. Они вообще, в принципе, не читают, а тем более не пишут. Это печально. Потому что люди должны, в общем-то, излагать свои мысли четко, тоже структурировать свои мысли, а не просто пользоваться какими-то картинками, какими-то символами. То есть клиповое мышление, оно, в общем-то, ведет к деградации. Поэтому надо, в общем-то, восстанавливать. Теперь он уже переходит, я думаю, уже 21 век. Я думаю, он становится уже классиком. Но это тоже почетное звание, возраст его почетное. Но он также бодр, энергичен, элегантен. И хотелось бы ему пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, то, что вот наше время, в общем-то, подвергается нападкам в связи с ковидом. То есть люди начали болеть. Люди находятся в изоляции, мы не должны общаться, они не должны меняться, потому что это, опять же, загоняет людей в определенную систему, и часть людей становится сотовыми насекомыми, червями, трутнями в сотах, а другая часть в виде гастарбайтеров просто обслуживает. Цивилизация должна развиваться, и развиваться креативно с мотивацией человека. Чтобы была мотивация, человек должен работать. Я не буду переводить одну цитату, в общем-то, люди счастливы, когда они в труде. Рауль, в Ташкенте его называемый Рауль Акя, по-узбекски, значит, был очень популярен в 80-х, 90-х годах. Это были годы, когда Ташкент зачитывался книгами вообще. А дефицит был страшный книг. И когда начали появляться книги Рауля Хайдарова, они буквально переходили из рук в руки. И давали их на одну ночь. Не больше. Это второй случай в моей жизни. Первый случай был, когда я был студентом, на одну ночь давали книгу Солженицына Иван Денисович, «Один день Ивана Денисовича». Вторая вот книга, это была «Пешие прогулки» до Рауля Мирхайдарова. И вот в 90-е годы я как раз приехал из Сирии, и в Ташкенте есть парк Кирова. Мы собирались в 5 утра около парка Кирова и ждали челноков из Москвы. Они в 5 утра или в 4 утра приходил поезд из Москвы, они прямо из поезда приходили туда на рынок. И мы разбирали книги Рауля Мирхайдарова. В 8 утра ни одной книги уже не было. В 9 утра их можно было купить около ЦУМа, но уже в 3 раза дороже. К сожалению, начиная с 2000-х годов, интерес к книгам резко упал. Это не только в Ташкенте, это везде, да. Но, тем не менее, книги Рауля Мирхайдарова в Ташкенте до сих пор пользуются огромным спросом. Я не скажу, что их много там, в силу специфики содержания, вернее, в силу содержания книг, их там не выпускают, а просто сейчас привозят из России и, естественно, перепродают.